2015 год в столице Якутии стал годом развития и задела на будущее. Несмотря на непростые экономические условия, он был успешным. Целевые задачи по всем направлениям выполнены. Важнейшая задача, которую поставил президент России Владимир Владимирович Путин, ликвидация очередей в дошкольные образовательные учреждения, в этом году стала приоритетной в работе окружной администрации города Якутска. За это время в городе построено 9 новых детских садов. В Кысая-Хутоймады завершилось строительство нового здания детского сада «Журавлик» по улице Котенко в Центральном округе. Ко дню города открылся самый большой в столице на сегодня детский сад «Жемчужинка» в Пригородном. Одними из первых в стране и первыми на Дальнем Востоке окружная администрация города Якутск стала выкупать первые этажи новостроек под детские сады. Сегодня в Якутске их уже 5. С начала этого года сдано 2 таких садика – «Лесная сказка» в 17-м квартале и «Прометейчик» в Автодорожном округе. Ведется реконструкция 3-х этажей действующих детсадов. В результате за 3 года создано 880 дополнительных мест, половина из которых в этом году. Более 1800 мест предоставлено в частных детских садах благодаря решению об их субсидировании. В апреле электронная очередь в детские сады сократилась вдвое, а для детей в возрасте от 3 до 7 лет очереди в городе Якутске уже нет. Это огромное достижение – результат совместной работы республики и города и предпринимателей столицы. Строительство детских садов будет продолжено. На плановые темпы вышло в 2015 году и переселение горожан из аварийного жилья. Это ключевой вопрос улучшения качества десятков тысяч жителей нашего города. Большую помощь и поддержку оказывает Федеральный фонд реформирования ЖКХ и правительство республики. Одним из самых значимых событий года стало подписание договора с инвестиционной компанией «Чжода» о застройке 2, 4 и 17 кварталов. По итогам 2015 года 270 тысяч квадратных метров жилья введено в городе Якутске. Четко, по плану, принятому до 2017 года, ведется реконструкция улично-дорожной сети. В этом году отремонтированы дороги в центре города. Улица Ярославского стала 4-полосной. Приведены в долгожданный порядок участки улиц Горького, Короленко, Курашова. Ремонт улицы Чернышевского до Автодорожной. И практически завершена реконструкция Покровского тракта в городской черте. Отремонтирована и одна из самых проблемных разбитых улиц – Экспериментальная, в Мархе. 13 километров дорог в этом году приведены в надлежащее состояние. А всего с 2012 года отремонтировано 46 километров городских улиц. Планово идут работы по развитию коммунальной инфраструктуры Якутска и пригородов. Продолжена газификация микрорайона Лена, села Пригородное. В ноябре долгожданный газ пришел в микрорайон Кумахтах Тулагина-Кильдямского наслега. Установлена новая модульная котельная по улице Энергетиков. Вопрос теплоснабжения в Мархе полностью решен. Идут работы на горканале в районе Талова и Солдатского озер. Вывезено более 1200 кубов грунта и ила. Значимым событием для города стал ввод в марте месяце питомника для безнадзорных животных. Острота многолетней проблемы бродячих собак в городе спала. Появились условия для ее оптимального решения. Поворотным также стал 2015 год и в развитии агропояса столицы. В предыдущие годы шел активный рост в растениеводстве, были достигнуты высокие показатели по производству картофеля и овощей. 4 декабря в своем послании Федеральному собранию Владимир Владимирович Путин подчеркнул необходимость введения в сельхозоборот неиспользуемых земель. В Якутске уже начата активная работа в этом направлении. Более 1000 гектар возвращенных городу земель в этом году передано местным аграриям, что уже позволило добиться рекордного урожая зерновых. В 2015 году создан серьезный задел на подъем животноводства. Город выкупил животноводческий комплекс «Багарах» в селе Хатассы. Приняты меры по финансовому оздоровлению предприятия, по ремонту и оснащению животноводческого комплекса. В лучшую сторону уже изменились условия труда, стабилизировалась выплата заработной платы. Заложена основа новой экономики столицы – инновационной и технологичной. 21 августа 2015 года вышло постановление правительства России о создании территории опережающего развития – индустриальный парк Кангаласы. За рекордно короткий срок при поддержке полпреда президента России Юрия Петровича Трутнева прошел путь от презентации до статуса первого в Якутии ТОРа.
2015 год был ознаменован особым событием – 70-летием Великой Победы. Одним из самых значительных на Дальнем Востоке памятников воинам Великой Отечественной войны сегодня стал мемориал «Солдат Туймады». Важно, что его создал именно народ. Трудовые коллективы жителей Якутска внесли в городской фонд «Победа» 23,5 миллиона рублей на строительство мемориала. Архитекторы, строители и студенческие отряды возвели его в рекордно короткие сроки. Исполнен долг памяти. Восстановлены 20 563 имени солдат Победы, которые навечно вписаны в историю столицы Якутии. Юбилею Победы был посвящен национальный праздник Исаах Туймады, который посетили 150 тысяч человек. Одним из центральных событий Исааха стал первый международный фестиваль кумыса «Айга». В этом году еще больший масштаб обрел ставший всероссийским фестиваль «Зима начинается с Якутии». Такой масштаб, что финал фестиваля проведен в 3000-м триумфе. В этом году в столице впервые почти за 20 лет введены два новых объекта культуры. Ко дню города открылись центр Чечир на Кирзаводе и библиотека «Созвездие» в Гагаринском округе. В сентябре первые сваи новых культурных центров забиты в Табаге и в Магане. Культурная столица Арктики должна иметь достойную, современную материальную базу во всех округах и пригородах. 2015 год, символом которого стала солидарность, сплотил жителей Якутска в реализации этих дел на пользу городу. Только по народному бюджету за 2 года горожане инициировали 350 значимых и полезных для города проектов. Многие из них получили финансовую поддержку и уже реализованы. На 2016 год жители столицы предложили и еще 300 проектов. Вырос до настоящего общественного движения «Личный пример». Кроме субботников по очистке города, «Личный пример» стал заразительным в озеленении и благоустройстве в помощи социальным учреждениям и даже в сдаче норм ГТО. На всю страну прозвучала акция «Вызов кузов». Идея очень простая. Горожане вывозят за свой счет заброшенные кузова и получают за это общественное признание. Вызов приняли люди самых разных возрастов и профессий. Есть уже и признанные рекордсмены. Этот год показал, что потенциал наших горожан безграничен, и вместе возможно сделать неизмеримо много для Якутска.